Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алдынай Ондар. Я являюсь тренером по ораторскому искусству и коммуникациям. Я рада вас приветствовать на нашей еженедельной рубрике «Говори красиво» вместе с Алдынай Ондар. Сегодня мы поговорим о том, как научиться уверенно выступать перед публикой. Публичные выступления позволяют нам выйти на новый совершенно уровень личностный, профессиональный, финансовый, возможно, открыть новые возможности и перспективы. Поэтому очень важно научиться уверенно выступать перед публикой. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами с техниками уверенного спикера. Шаг номер 1. Позволяйте себе ошибаться. У многих из нас есть комплекс отличника, когда мы боимся ошибиться, боимся насмешек, осуждения. На самом деле бояться ничего не стоит, потому что ошибки – это в первую очередь наш рост и развитие. Благодаря ошибкам мы набираемся опыта. И если вы сделали ошибку во время публичного выступления, то ничего страшного, можете сделать на этом акцент и посмеяться над собой. Вообще ученые доказали, что люди, которые умеют посмеяться над собой, они обладают высокой самооценкой. Это самодостаточные, зрелые люди. А люди, которые, наоборот, боятся показаться смешными, глупыми, это люди, обладающие комплексами и, соответственно, низкой самооценкой. Поэтому не бойтесь ошибиться, друзья. Второй шаг – не ищите одобрения. Если вы сами себя цените и уважаете, то и другие начнут вас ценить и уважать. Публика очень тонко чувствует вашу энергию и уверенность. Но тут главное не переборщить. Есть спикеры, которые превращаются в пупов земли. Этого делать, конечно же, не стоит, потому что когда спикер зациклен на себе, на своей речи, его неинтересно слушать. Третий шаг. Прокачивайте навыки спикера. Что касаемо вербалики, то есть нашей речи, то речь, разумеется, должна быть, во-первых, грамотной, никаких слов и звуков паразитов быть не должно, четкая дикция должна быть. А что касаемо невербалики, то есть наших жестов, взглядов, позы оратора, то, естественно, поза должна быть открытой, спина прямая, жесты, обязательно должны быть жесты, никакой суетливости быть не должно. То есть никаких закрытых поз не должно быть во время публичного выступления. Ну и если публика, аудитория, сцена позволяет, можете еще немножко передвигаться. Четвертый шаг. Цели. Обязательно перед подготовкой к выступлению ставьте себе цели. Что вы должны передать вашей аудитории? Что она должна получить? Какую пользу вы можете ей донести? И мой вам совет, друзья, говорите о том, в чем вы экспертны, в чем вы хорошо разбираетесь, либо то, что вас вдохновляет. Шаг номер 5. Репетируйте. Обязательно репетируйте ваше выступление, друзья. Вообще я рекомендую за 7 дней до начала выступления начать репетировать. И за 3 дня начать генеральную репетицию. И рекомендую репетировать не перед зеркалом, а именно перед живыми людьми. Почему? Потому что, когда вы репетируете перед зеркалом, вы видите свое отражение. И тогда вы становитесь зациклены на своей внешности. И то же самое потом будет происходить на сцене. А мы уже говорили, что человек, который зациклен на своей внешности, он не интересен для слушателей. Следующий шаг – это обратная связь. Публичное выступление – это всегда диалог, друзья. Это не односторонняя речь, а двусторонняя. Общайтесь с вашей аудиторией, задавайте вопросы. Вопросы могут быть как закрытые, так и открытые.
Что такое закрытые вопросы? Закрытые вопросы – это вопросы, которые предполагают короткие ответы «да» и «нет». Ну, например, занимаетесь ли вы спортом? Да, нет, короткий ответ. Либо же вопросы могут быть открытые. Открытые вопросы – это вопросы, которые предполагают развернутый ответ. Например, почему вы считаете, что нужно постоянно повышать свою квалификацию? И в этом случае слушатели могут вам дать развернутый ответ. Следующий шаг – это ваш внешний вид. Есть такая поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. Это действительно так. Вы можете выглядеть с иголочки на все $1 000 000. Но как только вы начнете говорить, публика начнет вас оценивать. Стоит ли этого человека слушать или нет? Экспертен ли этот человек в данном вопросе или нет? Поэтому о внешности мы продумываем заранее. Наш образ составляется заранее, заблаговременно, за несколько дней до выступления. И один такой секрет есть. Нужно выглядеть так же, как и ваша аудитория, но при этом чуточку лучше, чуточку презентабельнее. Например, если мероприятие официальное, то одевайтесь официально. Если мероприятие неформальное, то, естественно, одевайтесь неформально, но при этом постарайтесь выглядеть чуть лучше, друзья. Ну и последний, самый главный шаг – это, конечно же, практика, друзья. Практикуйте ваши публичные выступления. Чем больше у вас будет опыта, тем увереннее в себе вы будете. Поэтому, если есть возможность где-то выступить, обязательно этой возможностью пользуйтесь. Подводя итог, хочу сказать, друзья, работая над собой, над качеством своих публичных выступлений, вы повышаете ценность не только своей деятельности, но и ценность самого себя. Если вы хотите стать уверенным спикером, обучайтесь и действуйте. Самое лучшее время, чтобы начать, это сегодня. Я желаю вам успешных публичных выступлений, друзья, и эффективных коммуникаций. С вами была я, Алдынай Ондар, ваш тренер по ораторскому искусству.